18 и 19 июня. Удмуртия, Ижевск. Спортивный комплекс «Чикирилл». Объединенный музыкальный фестиваль под открытым небом, Эктоника и бабушкина дача. Бронирование билетов на сайте kassir.ru и по телефону 550 111. Без возрастных ограничений. Можно? Здравствуйте! Конечно, можно! Очень рада вас видеть. Вот доехала до нас. Мама, красавица. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то доехала до вас. Спасибо. Очень приятно. У вас тут так хорошо, светло. О каком вообще переезде может быть речь? Так, ну что, ребят, я вас поздравляю с тем, что вы прогремели на всю Россию, о том, что теперь вас знают. И «Поле чудес», я считаю, что это, ну, как бы, знаете, вторая жизнь Тулкыма, новая, еще более красочная. Поэтому сразу вопрос, как вы попали на «Поле чудес»? Как оказались на «Поле чудес», и кто вас вообще пригласил, как сложились эти пазлы? Начнем с этого. Леонид Якубович Аркадьевич дал тему, что нынче 2021 год – это год быка. Наверное, нужно связать тему с хозяйством, сельским хозяйством. Предложили тему, одобрили в Министерстве сельского хозяйства в России, и как бы они начали искать своих, ну, участниц, да, ведь участницу нашли и в республике, в Удмуртской республике, участница была с Поволжского района. А потом уже как участница есть, нужны и коллектив какой-то хороший, да, удмуртский, чтобы молодежный хотели вроде, энергичный такой. Как до нас добрались, как нас нашли, мы этого не знаем. Ну, говорят, что был как кастинг у них там внутри. Приглашали кого-то, вроде что-то у кого-то что-то не понравилось, у кого-то не было студийных записей, а у нас есть эти студийные записи, мы занимаемся, мы продвигаемся. И позвонили нам с Министерства сельского хозяйства с Удмуртской республики в отдел культуры. Ну и, конечно же, Ирина Владимировна Кабачева, это у нас начальник управления культуры, позвонила нам, директору районного дома культуры Надежде Константиновне Волковой, она уже мне. Вот, и мы начали подготовку, съемки, просили, чтобы больше там участниц было, чем нас трое. Ну, мы сказали, что нас только трое, да, хочется видеть, ну, больше массовости. И мы сказали, мы и так сможем, постарались, ну, получилось, так вот с удовольствием нас отправили в «Поле чудес». Ну, то есть, получается, прошли кастинг, все отлично. Я понимаю, что когда были съемки? Съемки были 13 декабря. 13 декабря. Заранее уже знали и уже в Удмуртии вообще знали, что Тулкым едет на «Поле чудес. Так это? Ну, многие уже знали, что, ну, там была какая-то реклама. Ну, не сразу. Все знали еще после, как мы приехали, наверное, через недельку, может быть, когда уже реклама шла в интернете, в газете. Вот. Приехали в Москву на записи. Как вам вообще вот уровень? Вы тоже тут выступаете, но там типичное выступление, но записано на камеру, да, условно говоря. Как вообще прошел весь процесс? Ну, как в Москве мы уже были. Ну, на «Поле чудес», конечно, не были, где там столько камер на нас смотрят. Мы потерялись в первую очередь, в какую камеру нам надо работать. Ну, нам сделали немаленькое замечание. Вот, уважаемые участницы, надо вот работать вот в эти камеры. Как сказать, волнительно очень было.
очень было волнительно. Как сказать, сделали, ну, потеряли свой талант того, чтобы надо элементарно улыбаться, ноги забыли, куда идти. Ну вот, в общем, так было. Но в целом запись как прошла? Вот как долго? Съемки это всегда многочасовые, там с какого раза получилось все качественно записать? Я бы сказала, мы молодцы, нас сняли с первого раза. А говорите, что все забыли. Это была репетиция, просто на репетиции мы так потерялись, а уже на съемке уже было все отлично, нас с первого раза сняли и не мучили. То есть, в общем, как настоящие профессионалы, все получилось с первого раза. А хотя мы выступали с такими профессиональными государственными ансамблями, там было их очень много. Вот. Получилось ли так, что сейчас, после того, как побывали на поле чудесе, что, может быть, там в Москве или здесь по приезду, вам сказали, ну все, ребят, для вас все двери открыты, мы вас приглашаем сюда, там на какие-то проекты или ну, что-то подобное? Ну, приглашения были, познакомились, вот я говорю, с многими профессиональными ансамблями, на международные фестивали, на межрегиональные, все российские там фестивали очень много бывает. Ну, пригласили. Да, познакомились с многими артистами. То есть такой большой плюсик. А здесь, по приезду, вообще вас встречали как больших, не знаю, знаменитостей, артистов? Была такая встреча здесь? Такой пышной-то встречи не будет. Мы тут, как, нас знают, как Тулкым и Тулкым. Вот они смогут выступить, они достойно нас защитят. Ну, мы думаем так. То есть свои были вас уверены здесь, в Шаркане? Да, я бы так сказала. Ага. Ну, что здесь нового, что там, не знаю, может, правда звонят какие-то проекты и приглашают? Есть такое? Ну, смотрите, у нас, например, на Эктонике всегда выступают молодые артисты. Вы молодые артисты. Придете на Эктонику, на дискотеку, выступать, например, на дискотеке? Придем. Пригласят, обязательно пойдем. Ну, это хорошо. Вот смотрите, вы существуете здесь, в Шаркане. Вот мы сейчас сидим как раз-таки в вашем Доме культуры, и вы здесь уже сколько лет? Вообще Тулкым сколько лет уже существует? Ну, 6 лет. 6 лет? И вот ну, в этом же составе, который сейчас? Нет, в этом составе вот Костя пришел пораньше, и с ним, наверное, 5-6 точно, потому что 7-й уже шагает, так ведь, 2021, а Володя у нас, наверное, 3 года, 3-й год у него. Потому что до этого у нас был другой состав, первым был Павел Кутергин и Евгений Перевозчиков. Паша у нас уехал получать 2-е высшее образование в Эстонию. Да, потом вместо него мы взяли вот Константина, Костю взяли. А потом у нас Женя уехал в Воткинск, город Воткинск работать. Там есть свой ансамбль, тоже Забава. Он туда ушел, потом мы пригласили Вову. Но он был всегда у нас как бы рядом, он помогал нам всегда. И безотказно он уже пришел к нам. В общем, условно говоря, не смог отказать. Понятно. Здесь у вас проходят репетиции. Здесь вы работаете. Концерт, у нас репетиции, здесь все проходят, да. И здесь готовились, ну, выступать на поле чудес, тоже все здесь, на этом. Конечно, все здесь, да. В этом зале. Но вообще как к такому масштабному событию, ну просто я вот помню там себя, например, мой, там, не знаю, отец, он знал, что в пятницу нужно посмотреть «Поле чудес», включает, и как это, знаете, некая такая традиция. Поэтому как отнеслись к этому родители, которые смотрят телевизор, это передача, не знаю, может быть, там, передача моего детства, и до сих пор она идет. Что сказали родители, близкие, друзья, семья, как они восприняли вот такое событие? В этот день был фестиваль сказочных героев тут в Шаркане у нас. Мы как бы улетели, а родители, вот мама вообще не знала, я вообще не сказал, потому что она переживает либо на поезд, либо куда, ну, улетаю или еду, она все переживает, поэтому я подумал, что лучше не знала.
Потом позвонила, он когда проснулись, 9 часов утра в Москве. Типа, до сих пор еще спишь? Да, говорю, выходной же, типа. Ну, потом так и, поговорили, потом так и сказал, типа, в Москве. Где, да? Да, типа, так и сказал, где? В Москве, говорю. Что ты там, типа, делаешь? Ну, вот так пригласили в «Поле чудес». Спросила, как, типа, вас выбрали? Ну, вот я объяснил. Ну, вот, как бы, обрадовалась. Ну, и, да, и вообще многие родственники и знакомые чуть ли не каждый день говорили спасибо огромное, что, типа, достойно выступили, Удмуртию показали. Перед выходом, ну, вот на съемки уже, вот такие нервы были. Ноги вообще уже. Я говорю, талант свой потеряли, ножки не идут, ручки не хлопают. Как первый раз. Обычно мы выступаем, за кулисами стоим. У меня никогда нет волнения. А там я слышала, как у меня сердце стучит. А вот еще семья, супруги, вот они смотрели дома. Ребенок у меня, девочка Полина, тоже сказала, типа, а что папа там делает в телевизоре? Как он там оказался? А сколько дочке лет? 3 года. 3 года, ну, конечно. Смотрит там, наверное. Пришлось потом объяснять, нет? Вот потом уже домой приехал уже, с большой сумкой, и она все ждала подарки, что у папы там полный чемодан подарков. Из «Поля чудес». Да, но я уже как бы не в Москве купил подарки уже, когда в Агрыз приехали, в Агрызе уже. Ну, каждый ребенок, у каждого, конечно, ребенок ждет подарка. У меня уже постарше, она знает, что мама должна привезти подарок от самого ведущего. Вот так вот. Мама привезла подарок? Мама привезла подарок. Постаралась от самого ведущего привезти. Но вот у меня супруга так и сказала ребенку, типа, папа привезет подарки с «Поля чудес» оттуда. Я вот уже приготовил. Как отреагировали у тебя дома? Ну, тоже заранее, ты-то хоть заранее сказал своим, что едешь выступать? Ну и как? Что говорят? Ну, я родителям говорил заранее, но они, конечно, удивились, как вы тоже попали сюда. Так рассказал. Гордятся, то, что ездили туда. 30-го показывали по телевизору. Декабря. Да, у нас как раз концерт был, да, ведь? И обычно на концерт они ездят, а тут по телевизору они смотрели, даже на концерт не приехали. Понятно, то есть в таком ждали, получается, очень. Да. А там друзья кто-нибудь тоже есть? Там какая-то? Как раз вот в этот день как бы все молодежь, что ли, смотрела по телевизору. Многие спрашивают, пишут ВКонтакте там. Обычно молодежь вроде не смотрит «Поле чудес», а в тот день как будто все смотрели. Не получилось так, что тут на концерте никого не было, и все уехали смотреть? Было такое. На концерте было мало народу. Хотя мы и успели по времени, что можно было еще домой доехать, дойти до дома. Да, телевизор смотрели многие. Вот с концерта ехали, а мы-то не смотрели «Поле чудес». Как раз прямой эфир включили в телефоне, поставили и едем, смотрим «Поле чудес» в машине. Это вы втроем? Да. Нет, Надя осталась. Меня не было с ними. Мы с Вовой тогда. ехали так, смотрели в машине. Ну, у вас в коллективе одна красивая девушка и 2 сильных молодых парня, поэтому я думаю, что вы, наверное, ее оберегаете. Конечно, да? командир же. Мы всегда поддерживаем друг друга. Мы вместе, да, и в горе, и в радости. Мы помогаем друг другу, да, во всех делах, я бы так сказала. В одном коллективе, я так предполагаю, что вы наверняка дружите с семьями тоже, да? Стараемся. Да, стараемся. Я вот с Костей-то больше знаком, а с Вовой я еще потом только познакомилась. Надежда еще учила Костю. Да, я еще учила в школе Костю, я ему поэтому близко знаю, да, очень. Поэтому у нас как бы общение больше с ним, а потом уже только мы
А с ними мы как бы, да, бывает, что день рождения мы друг друга приглашаем. Мы ходили, ходим, стараемся. Вы поете замечательные красивые песни, они на удмуртском языке. Вы всегда говорите на удмуртском? Ну, и между собой тоже общаетесь на удмуртском языке? Да. Кыджу коды? Тоже Умой. Ну, вот смотрите, откуда вы? Из самого Шаркана или родом откуда-то из другой области Удмуртии? Я сама родом с Республики Башкортостан, Статошлинского района, село Визовка. Да, я там родилась, училась я в Ижевске, а потом уже нашла себе мужа там, и мы приехали уже сюда жить. То есть здесь уже в Удмуртии, да, получается? Да. То есть у нас артистов-то вот из Башкирии-то Очень много, да. вы все к нам. Вот возьмем Алену Тимирханову, да, мы с ней с одной деревни. Там еще где-то по колено какое, не знаю, ну как-то еще и родственниками мы приходимся с ними. Вот много у нас там артистов. Андрей Камалдинов, Шулдырджит, Дина Антонова, Айкай, Дмитрий Гельмянов, тоже Айкай. Вот все эти артисты у нас с Визовки. Понятно. Да. То есть, в общем, Башкирия осваивает Удмуртию в самых лучших, переманиваем себе. Ну вот. Вы, ребят, прямо из Шаркана отсюда, да? Я родился в Шарканском районе, деревня Нижние Кивары. В данный момент работаю тут, в Шарканском районном доме культуры. Я тоже с Шарканского района. район. Деревня Чужегово. А живете сейчас все здесь, в Шаркане? Живем в Шаркане, да. Я живу пока в деревне Красашур, ну куда вот замужем я, где я замуж вышла, куда. В этой деревне пока проживаю, я строюсь. Наверное, надеюсь, уже осенью я перееду в новый дом. Приезжайте снова к нам в гости. Обязательно. Это, знаете, как что-то такое событие случилось, когда что-то хорошее случается, за ним еще идет одно, еще. На поле чудес съездили, сейчас у вас будет много проектов, еще чего-то, дом построите, переедете, поэтому все будет вообще замечательно. Вот сижу в стенах вашего дома культуры и знаю, что вот будете переезжать в новый дом культуры, но сегодня зашла и подумала, так тут так красиво у вас тут так все хорошо, ремонт такой. Я просто себе представляла, что это уже, наверное, какое-то старое здание. Оказывается, у вас тут очень прилично, я бы даже сказала, просто глаз радуется. Как, находясь здесь, почему переезжаете в новое здание? Вот обманывать не хочу и скажут, что неправду сказал, я конкретности не знаю по проекту, да, по развитию культуры. Выиграли и как бы начали строить КДЦ. То есть тут стало мало места, получается? Да, тут стало мало места, тут у нас мало гримерных, мало кабинетов. Вот, ну там больше все, возможностей очень много. Понятно. Стало ли так, что вот вы на базе работы, на базе дома, здесь Дома культуры, что после Поля чудеса теперь к вам пристальное внимание, все для Тулкыма, только бы Тулкым работал? Ну как, пристального внимания нету. Нормально, все как было, так и есть, так и мы работаем, все хорошо относятся. Просто много очень сейчас отзывов, куда бы мы сейчас не ездили с концертами, вот все говорят про это. Вот как вы именно вас выбрали, ну вы достойно выступили, молодцы. Ну, стали больше залы собирать, не знаю, может, больше приходят. Ну и до этого у нас, как бы я не сказала, что было мало зала, нас также хорошо очень принимали, зал всегда был полный, вот. Я бы не сказала, что сейчас больше внимания, и тогда немало было внимания. То есть нету такого, что вот так, теперь Тулкуму мы выделим отдельную там гримерочку там, или что-нибудь такого. Такого нет, да? Нет. В общем, вы обычные рабочие артисты. Да. А с концертами как вы ездите? У вас концерты, это вот только ваш коллектив? Вы даете концерт только ваш коллектив или смежно с кем? Смешанно. С нами еще вот тоже продвигают удмуртскую эстраду Павел Кутергин,
и Татьяна Хохрякова. У них сейчас совместный дуэт, вот они, и еще с нами и юмористы с Якшурбодинского района, деревня Мукши, у Рибери Зинано Лиза. Вот они. Сейчас, на данный момент, когда ездите с концертами, выступаете, после «Поле чудеса» появились ли какие-то новые идеи, творческие, может быть, какие-то, не знаю, начинания, и вы поняли, ага, вот тут вот мы сделаем так, и будет фишка. Есть что-то такое? Ну, что-то такое грандиозное, новое, совершенно такого нету. Мы как работали активно, мы так и работаем активно. Как бы новых особых таких проектов нету. То есть получается, что вы и вообще-то и так были активчиками, благодаря чему и попали на «Поле чудес». Да, я бы сказала, мы работали, и до этого мы ездили, мы уже 4-й раз в Москве были, на Гербере мы выступали там, на юбилее мы там выступали, у Никольской Глафиры Николаевны, она местная, Шарканского района, и как бы проживает в городе Москве очень давно, она вот... Доктор наук. Да, филологических наук. Вот, 80 лет. Сколько? ну, да, очень уже старше. Преклонного, да? Да. Вот. То есть получается, что в принципе-то выступили, получили хорошее впечатление, зарядились. Еще раз позовут, поедем, хорошо, классно. Не позовут, будем у себя работать. Ну, как бы сказать, на «Играй гармонь» по 2 каналу, да, а по 1, да, точно так же, у имени Заволокина. Там тоже мы уже выступали, приезжали они сюда снимать. Вот. Так что до этого мы тоже выступали, и там, и тут снимали нас. А вот 1 канал «Поле чудес», который все знают, да, но это было, да. Как сон. Съездили, выступили, зажгли и уехали. На данный момент, вот смотрите, например, вам предложат, ну, не знаю, из столицы, да, приедут люди, продюсер и скажет: ребят, в общем, я вас забираю, едем, будем покорять Москву и вообще всю Россию. Предложат, не знаю, ездить там туром по России, выступать. Предполагаете, что такое, что вообще такое, ну, согласились бы или возможно ли такое? Позвонили бы, мы бы подумали, но мы, я думаю, не отказались, нам бы помогли, мне так кажется. Да, ну, поехали. Да, желательно еще бы летом, когда все красиво, отпуск. Ну, это же, понимаете, это же нужно оторваться там от семьи, уезжать, дети и так далее. То есть это все подвязано всегда бывает. Ну, жить, мы же жить не уезжаем туда, это же ведь временно, работа. это наша работа, да, как бы спасибо семьям, что они нас поддерживают, помогают, нас понимают. Ездим, стараемся продвигать себя. Давайте посмотрим, собственно говоря, где ваши кабинеты, где вы работаете. Посмотрим на вашу красоту и внутреннюю часть вашей работы. Идем? Пойдем. Чеберистое радио. Вы на волне Эктоники. Он не пьющий и вам не советующий. Эктоника! Погладь писейку перед сном. Вы слушаете Удмуртское радио. Смотрите, ребят, у вас тут прямо свои апартаменты. Я даже предполагаю, что после этого выступления наверняка у вас увеличилось количество подписчиков. Может, там, я не знаю, пишут о том вообще, как вы, где вы выступаете и хотят к вам попасть, может, на концерт. Есть такое? Есть, но я сразу скажу. Инстаграм, ну, соцсети больше Константин и Надя занимаются.
Я только смотрю. То есть Да. как результат. Ну, я веду в Инстаграме тут Welcome группа. И вот там очень, да, каждый день почти, можно сказать, по 5 человек добавляется сразу же. После поле чудес так стало. Да. Раньше вроде не так добавляют, сейчас. То есть сейчас, получается, помимо репетиций, еще теперь надо Инстаграмом заниматься. Да, это... А вы вообще В прошлом году снимаете? уже начал, наверное. А вы снимаете то, что у вас там репетиции, выкладываете Это это? пока нет еще, не знаю, чуть не доходим до этого. По Выкладывать. идее, надо это, да. Да. Продвигать. Я думаю, что как раз люди этого ждут, они сейчас это... Может быть. А может сейчас вечерами ждут и сейчас, может, молодежь вообще будет сидеть и смотреть. Так, ваши апартаменты я посмотрела. Идем смотреть, как живет ваша солистка. Пойдем. Можно? Да. А вы также стучитесь? Нет. То есть вы заходите? Нет, Костя просто заходит. Понятно. К вам можно? Конечно, можно, проходите. Какая у вас красота. Вот как живет солистка Толкыма. Персональный кабинет с мягкой мебелью, с диваном. Все комфортно и удобно. Так, вы тут репетируете? И просто парни говорят, что они вообще-то не стучатся, а сразу чуть ли не с ноги. Правда? Да, мы тут не репетируем. Тут у нас сидит 4, 5, девчонки сидят. Тут все занимаемся, как документы свои ведем. Слушайте, а я хотела спросить, а где вообще вы записываете свои песни? Мы записываем в городе Ижевске. То есть не здесь, а в Ижевске? Нет, мы ездим в Ижевск. Да. В основном у нас песни записаны на студии у Анатолия Эркишева. Ну, аранжировки не только у него. А кто еще делает? Котельников делал. До меня вот руководителем был Кутергин. Он записывал в других местах. В Воткинске, бывало и такое. Ну, за счет клуба, да, записываете? Нет, мы стараемся записывать на те деньги, в которые мы ездим. По концертам. Ну, На заработанные? Да, на заработанные деньги. В основном на эти заработанные деньги записываем. А так и районный дом культуры как бы помогает. На поле чудес, собственно говоря, когда смотрела передачу, видела, что перевод песни был, да, строчка шла. Да. Кто вам сделал перевод? Я сама переводила. Какая молодец, еще и переводчица, умница. Стараюсь. Ну, посмотрели ваше здание, собственно говоря, как вы живете, зная, что переезжаете в новое. Давайте сходим, посмотрим, что у вас там в новом доме культуры и как это сейчас выглядит на данный момент. Пойдемте. Скоро у вас новоселье, скоро покинете свой, вот этот уже старый, так можно назвать, дом культуры и переедете в новый. Ну да. Скоро, совсем скоро. Готовы прощаться и новые стены, новые кабинеты. Ну, прощаться тоже тяжело. Тут уже как бы все свое. Стены были уже свои. Знаешь, где что говорить, где что можно найти. А там снова надо будет как привыкать ко всему. Понятно. Ну давайте посмотрим, какая у вас там красота, хотя бы примерно, чтобы все мы знали. Ну что, у вас скоро переезд и новоселье. Ура! Ну что, ребят, это прямо ваше новое рабочее и самое, наверное, прекрасное место. Очень красивое у вас теперь будет Дом культуры. Это оно? Это то самое? Будете тут дружно работать и трудиться. Первые концерты вы пишите, звоните, рекламируйте, мы обязательно приедем. Постараемся. Так, это вот сооружение, что за это такая красота? У нас тут будет музыкальный фонтан. Так, чтобы сразу было понятно. Это, наверное, для Толкыма сделано. Тут будет музыкальный фонтан. И вы будете подпевать вместе, дружно. Ну, здорово. Я очень рада за Шаркан, очень рада за вас. Вы большие молодцы. Я благодарю за сегодняшнюю встречу. Большое вам спасибо. Ура! Кто в Удмуртии не бывал, тот зрет не лизал. Тоника! Эх, Удмуртия,
край родников. Вы слушаете Удмуртское радио.